Hoş geldiniz, hürmetli tыңнаучылар va караучылар bizin canlı berilişibizge. Hamiz günler biz etebіз berilişlerini türlü adamların hakkından va temaların hakkından. Bugün biz oylaştık bu Ramazan ayını ayda көп zatlarını yaşauga çıkarmaya gerek. Adam, insan көп muratlaga yetmeye gerek. Biz de bu temanda yazdık bizden bugün bu berilişimizni gastlı yeter muratga dep. Nege tüglese gast etegen adam yetişe özü muratlaga va bizin aytuubuz бар нечикте şulay gastlı yeter muratga dep umuklаны. Va Türkler nechik ayta, nerede hareket orada bereket dep ayta olar. Кайда harakat etсең, берекетте болур деп айтылынадагы. Хали иң башлап аңлатайым сизге. Биз кумукчада, орусчада шу берилиште сөйлейбиз. Ихтиярыбыз бар эки тилде сөйлемеге. Бир сааттын ичинде биз лакыр этебиз биздин конагыбыз билан. Ondan soң yarım saatin içinde siz bolasыз өзүңүздүн суроолорыңызды бермей, колларыңызды да көтөрүп. Иң башлап мен презентацияны этейим, соң башларбыз дагы лакырыбызды. 5 секунд. Орусча этемем мен презентацияны традиционный күйдеге дагы. Гаджимурат Атаков это предприниматель, которому сейчас 32 года, основатель более 10 бизнесов, маркетолог, практик, продюсер и бизнес-блогер. Это если вкратце. А вообще мне хочется рассказать еще о том, что Гаджимурат является организатором масштабных бизнес-форумов. Я все перечислять не буду, но хочу сказать, что он организовывал как в Дагестане, так и в других городах. Также является куратором и спикером видеоакадемии Борисова в Москве, инструктором международного образовательного проекта «Юниц» по разделам продающие видео, продающие заголовки, спикер в различных бизнес-ассоциациях по различным темам, причем ассоциации эти не только как там переинновации там в Дагестане, но еще и московские и федеральные бизнес-ассоциации. По различным темам он выступает: видеомаркетинг, личный бренд, упаковка бизнеса. Студентам помогает создавать продающие резюме, а также помогает им понять, как правильно устроиться, как правильно продать себя на рынке труда. Является автором и ведущим YouTube-канала о бизнесе Атаков Лайв, на котором провел больше 100 интервью с различными бизнесменами, предпринимателями. Также один из первых начал развивать онлайн-образование, когда это еще не было таким трендовым явлением в Дагестане, и запустил свои авторские онлайн-курсы. Является экспертом на федеральных и московских каналах, там Первый канал, Москва-24, а также гость на радиопередачах и различных подкастах. На сегодняшний день он создал собственный холдинг, в который входят такие направления, как онлайн-школа, продакшн, трейдинговые направления, продюсирование в сфере личного бренда, строительство, вот мне было интересно, если честно, строительство коттеджного поселка в формате глэмпинг. Кстати говоря, хочется тоже услышать, что это такое, чтобы наши гости тоже узнали. И из такого, что он сам для себя сделал в жизни, и то, что мне нравится, так как тема аэробных тренировок и чего-то активного в спорте мне тоже интересно, он покорил Эльбрус, самую высокую точку в Европе, 5642 метра, и, конечно, сделал карьеру в одной из госкорпораций, «Газпром», в которой, говорят, мечты сбываются. И хочется вот спросить у нашего гостя: Гаджимурат, мечты сбываются? Скажи, пожалуйста. Азамат, у меня чуть-чуть прерывается. Ассаламу алейкум. Могу говорить, да? Да. Ассаламу алейкум. Да, вопрос вот не до конца услышал. Ты спросил, мечты сбываются?
Верно, верно. В «Газпроме» не совсем, откровенно скажу, это больше кричащий лозунг, но я свои мечты реализовал после «Газпрома», вот, поэтому можно будет это тоже сегодня обсудить более подробнее. Былай зат бар. Хажмурат. Так, выключил, да? Да, не дейсің? Мен айтаман, микрофоныңны сөнір, мен сөйлеген. Яңыш олай зат. Яңыш шоны айтаман дағы. Былай зат бар, Хажмурат. Білемсен, бізге тыңнайғанлаға интерестір. Сен қайсы шаарда туғансан, қайсы юртлусан өзің. Ва иң башлап, бұлай кечи заманнағы лап өзіңні есіңне бардыр. Бұлай уюңну, уйдеги бұлай атмосфераны нечікте есіңне лап первый воспоминанияларың бар му Дағыстанна, яда юртуңнан? Да, құрдаштар, мені құмық тілін бересі сал, поэтому бүгін сөйлебіз құмықша и орысша. Вот. Мен туғаман Кизилютовский районна, она бар юрт Бафтугай, больше Таулу юрт, но біз она тұрғанбыз, папам, атам стройканы юртеді, атам строитель. Вот. И өзі атам Буйнакский районнан, юрт Халимбекаул, мені, получается, атам юрт. Ана юртым Ордеги Газаниш. Вот. Ма 6 ел болғанна біз көштік Махачкалаға. Мен уже өстім, получается, школаға бардым Махачкалада. Вот. И онна, получается, өстім, биттергенмен школында, онна Махачкалада тренировкаға үйредім. Как и көбічі ғұмықлар ұшысанда үйредім. Көбісі тұра, что мен выходить с 5 сторон светадан, тугуль, он просто был частым гостем, но тренировка юриды Махачкалада, клуб Арго, вот, кандидат мастера спорта получился, Сон школаны бітіргенде мен как раз уже вот 11 классларда, 11 класста мен бек ухуға баққаным. То есть тренировкалар кеткен екінші планға, и уже ма бек интерес был уху, и бек сүйедім Москва кетме ухума. Вот. И соответственно, там айтты о zaman Москва қиын бола жақса оқума түшме, потому что онна тарих либо көп ақша тарих, либо бек ақылы тарих болма керексен. Бұлай сұрау бар. Неге сен ойлаштың Москваға бармаға түше деп? Негер Москва, башқа шағырларда бар хукуматыбызда, анжиде де боласан оқымаға, анжиде яман түгілчу, Москва деп негер айтасан дағы, негер айтайдың, негер ойлашайдың? Но мен уже конкретно берас анализировать дедім о елларда, қарайдым, қайда более качественно қайда болжақ образование алмаға, да, и соответственно сұрайдым яшта. Вот. И, московский вузлар более импонирует это, мен конкретно выбирал там между Губкинский университет, МГУ экономический у меня был, и институт стали и сплавов, что институт Гараидом. Раз, что то, что отец у меня, единственное, мен сүймейдім стройка бармау, прям конкретно стройка, потому что раз мой дом уже, и папам строитель, и мама строитель, и Газардашим строитель, короче, и меня раз без направления алмаги сведом. Что между экономикой, бизнесом и инженерией еще конкретно выбирал.
мен уходим журнал Forbes'ны o zamanlar конкретно маған интересно еді биографиялар бизнесмендерны, короче, бай адамларны. И қарап Forbes'қа мен көрген едім, что большинство что бай адамлар олар бітірген еді Губкинскийні и стали из сплавов Миссисны. Еще закономерность моя интерес еді о заманлар уже не керек олай именно Губкинский и Миссис. Поэтому мен еще узлан сразу выделить этим. Вот уже российские, да, бизнесмены айтса. И соответственно şu узла мен конкретно қарайдым. И алхамдулилля бажарлы түшмеге Губкинский узға. Мен оны yaxşı bitirdim. Онна, получается, магистратураны мен bitirdim. И еще параллельно вечернее экономическое образование. В общем, эту мечту я тоже, эту мечту я тоже осуществил с экономическим факультетом. Я хотел очень сильно эконом тоже. Вот мне прям пробуждалось, потому что я больше понимал, что все-таки бизнесом я съедем, короче. İki дорожалы образованием бар. Да, iki var. Birisi красный диплом, экономический еще красный bitirdim. А birinci, главное, нефтегазовый Губкинский, транспортировка нефти и газа. Шоны bitirdim просто на синий диплом, но без троек, 4-5. Вот, шо. Сон, әлі мен аңлаймын, что мені вузум бек маған көмек етті, что вообще орысша biraz айтайын, очень доволен своим вузом, что он мне конкретно к учебе еще больше. Я и так приехал с интересом учиться в Москву, он еще больше меня побудил, там настолько было интересно, преподаватели были хорошие, и там же у меня прям азарт появлялся. Я и английский начал изучать, я в Дагестане вообще не изучал английский практически, просто игнорировал как предмет в школе. Ходил так для галочки, там, для оценки. Но söyleyip bulmaydım. А уже где-то ученші курста уже конкретно английский начал изучать, он начал ақша қазанып, work and travel, work and study, в Лондоне учился после 4-го курса, жил. И потом еще военную кафедру закончил. Короче, я очень благодарен всем преподавателям, кто повлиял на вот этот интерес. Университеттен соң сен айттың, башқа патшалықларға барғансан деп, яда институттағы заманына патшалықларға барғансан. О институттан соң Дағыстанға қайттың мо? Микрофон не отключать, телефон, но шуаймки. Давай попробуй тогда с телефона зайти. Да, давай попробуем. Там, наверное, и эхо не будет. Да. Сейчас быстренько. Сейчас дождемся нашего гостя, он перезайдет. 5 секунд sizге тілейбіз. Ждем, Кажимурат, тебя. Так, Али, как Азамат сейчас? Нормально. Слышно, повторить нормально? Вопрос? Да. Ага, повтори, пожалуйста. Былай сен университетті биттіргеніне айттың, сен башқа патшалықларға бардың, Лондонға бардың, башқа түш өлкелерге бардың, ишлемеге, яда оқымаға, work and travel деген программа бар. Америкада бар, мен білеген көйдеге. Бұлай Москвада қалдың мұ, яда Дағыстанға қайттың мұ, Дағыстанға қайтқанда не еттің? Шо моментлерін аңнатар сан?
что Аляна там. Короче, уже берясь орысша айтайым, потому что был уже на последних курсах, на 4-м курсе я серьезно задумался еще про подработку, вот, и тут я подключил свои впервые в жизни, вот, и первый и последний раз я такую практику сделал, вот, подключил свои родственные связи и устроился в подведомственную организацию правительства Москвы Доринвест, и она занималась уборкой московских дорог, вот, мастером, мне там дядя работал мой, он подкинул мне вот работу, и я студенческие годы отработал там. Но как раз уже биттергенне вузну я конкретно задумался, как мне продолжать свой путь. Я отучился 6 лет в нефтегазовой отрасли, и экономика у меня была нефтегазовой отрасли. И я понял, что я хочу двигаться самостоятельно и попробовать себя в нефтегазовой отрасли. Вот. Несмотря на то, что я в студенческие годы уже какие-то бизнес-шаги предпринимал. Я там турники продавал, там еще что-то перепродавал, дагестанские напитки в кафе предлагал, ходил, вот, ДНЭП и так далее. То есть такие бизнес-порывы были. Но все равно решил попробовать себя основательно и подал заявление. Тогда была социальная сеть LinkedIn. Вот, через нее я оформил полностью всю свою досье, и меня начали приглашать очень много на собеседования, причем хорошие корпорации и заграничные, потому что я английский тогда подтянул. Вот, и из всех вариантов, которые мне одобрили, было несколько компаний, куда меня приняли, и одна из них это структура «Газпрома» на тот момент. Еще не сам «Газпром», а именно дочерняя строительная организация, которую возглавляли братья Ротенберги, это Путина, как раз, можно сказать, компания. Да, ОЗУ компания Москва, строительство осуществляло по всем регионам. И самый крупный объект, куда меня, собственно, сватали, как молодого специалиста, это Анапа. Там был самый масштабный за всю историю «Газпрома» строительный объект. Компрессорная станция русская, самая мощная в мире. Вот, предполагаемая мощность там должна была достигать, чтобы она через все дно Черного моря аж до Болгарии транспортировала газ. И, естественно, когда мне это предложение сделали, это мне все затмило, все вокруг, потому что я подумал, для старта это просто какая-то сказка для молодого студента на самый крутой объект, в Анапу еще, там, на берег моря. И я, не раздумывая, принял это приглашение, вот, и с успехом там поработал до 2014 года, как раз с 2012 по 2014, пока не начались вот эти политические перетурбации все вот с Крымом, не с Крымом, там Болгария санкции тогда на нас тоже возложила, и пришлось газопровод маршрут менять. Проектni to'xtatdimi yoda alıştırdımı? Да, баштаб маршрутно алыштырды, сон вообще тоқтатты, спонсирование все заморозили, потому что неопределенность была, Турция тоже начала свои условия ставить там, и, соответственно, о zaman уже понял, что мага har zaman söyledi, звоните, потому что меня объявлением LinkedIn булганда, и поэтому, имея столько предложений, я понял, что задерживаться мне здесь не стоит. Уже я свое здесь получил, я там стройку провел определенную. И сон уже мен гарайдым вариантла. И Беряз о zaman почему-то уже захотелось вернуться в Дагестан. Вот не знаю, такое искреннее желание появилось внутреннее, вот на родину Беряз. Так соскучился, что ли, не знаю. И он на вариант генеральный директор «Газпром» предложит как раз яхши должность, били, что мен уже излеймен, там сразу эта информация разошлась. И там сначала ведущим инженером, но с предпосылкой на руководящую должность. Сказали, что временно ты там займешь вот эту. Так и получилось, Беряз Шлеп, меня сразу начали продвигать по карьерной лестнице, потому что я с богатым опытом приехал, с фундаментальными знаниями в области. И Qiyinliklar yo'qmi edi? Masal uchun aytayim, qiyinliklar yo'qmi edi? Bulay, masal uchun aytachi Dag'istonda
миллет саялы коймай алга бармага, я да башка затлар саялы коймай, башкалардын кардашлары бар, кардашларын сууга, өзүлөрүн коймай чыкмага, алга багып, олай затлар барчы дагы деп эшиткенбиз. Абсолютно йогады, потому что ма именно гарает специалист химик, потому что потребность была. Тарыгаду конкретно у нас серьезный объектлер барады, миллиардный проект был один на 1,5 миллиарда рублей, и еще бар специалистлер тарыгады, конкретно, именно с опытом строительства. И еще Саил вообще прав. Тем более, мен куму, Газпром на почет, вот, нормально. Вот, и Шосейл и Керим Басырович, бывший генеральный директор, очень қарайды мага конкретно специалист каймик, Махардзаман, у него бывал, сөйлейді көп, то есть көмек етеді мага, ода, ну, значит, это надежда бар, возлагать етеді мага, да. Ну, потому что мен ишлейдім. Умут етеді сага, да? Да. И шулай, и о заманда мен, значит, это қатын алдым, да, и уже берсе яшау башланды biraz рост. Башка яшау, арю. Да, башка яшау. И, соответственно, и сон, значит, это, ну, мен ушаттым, что биринчи yıllar арёды Махачкалада, как разгрузка, разгрядка Москвадан соң. И, соответственно, вот yıllar кетеді, мен уже, что білем салас, что Керим Басыровичны тайдырды должностьтан. И что заман мен уже анашым келді, что сүйемен бек Москва кешмен, қайтарып уже Москва, что сам Аман, и уже мага, орысша айтайын, тесно начало становиться. Я уже почувствовал потолок, что для своего возраста я всего там достиг. Вот то, что можно было, сам руководитель в подчинении у меня там, я и проект курировал, почти 100 человек было в моем подчинении. Потом вот, руководящая должность. И я понял, что здесь мне уже неинтересно. А булай курдашларың чакырам эди Москвадан, я да бирөөлөр сага айтканмы? Кел, мында ер бар, иштемей ер зат бар деп. Азамат, удивительно, что заман особо предложенияларым йогады Москвадан конкретно. И нагедесен, может быть, потому что яшар билейді, что мен после этих должностей на что-то меньше уже не соглашусь. Может быть, что Саил, может быть, ситуация, что нефтегазовая отрасль уже не та была, biraz просадок был в этой области. И, откровенно говоря, мен, что заман уже башланам, что бизнес-деятельностью активно заниматься. Уже прям и проекты у меня первые пошли там. И кафе я там запустил, лаунж-стиль кальянного типа, и суши-бар у меня был свой, и ярмарочный бизнес я начал. Это параллельно с Газпромом все шло. И еще Саэл, мен уже начал свое видение, свое будущее уже видеть в другой отрасли. Поэтому, может быть, из-за этого я и не рассматривал бы вот, предложение в Москве, если это бы не было связано с бизнесом. Вот бизнес бы я рассмотрел, что-нибудь интересное партнер. И что вот где-то 17-18 год я уже полностью бизнес-блогерской деятельностью занялся, начал общаться. А надо, что окружение, да, Таракма, потому что у меня окружение были инженеры, я уже стремлюсь в бизнес полностью, и Тарак, ну, я себе целью тогда задался, первая цель была познакомиться со всеми ведущими предпринимателями Дагестана. И вот эту цель я за год достиг. Все бизнесмены, крупнейшие на сегодняшний день, я с каждым знаком, все телефоны есть у меня, поэтому вот просто своим вот этим настырностью, вот этой голодом, жаждой к общению с единомышленниками. Потому что уже, я же говорю, вот Газпром начал меня чуть притеснять. Так, в плане вот... Хажимурат, булай зат бар дагы, сен айтасаң, Газпром biraz güç береді сага, кысайды деп. Ама
o zamanlarda sen izleydin bir biznes dalapçılık obukça aytkanlay Aha, aha. dalapçılıklarını izleydin açedin. Ne yerde neçik zatlarını açkan edin sen? Sen eskerdin kalyanlığını eskerdin. Başka zatlarını Мгм. nizat ede dağda nizat açkan neçik Да. biznesler edi olarak Ага, dalapçılıklar edi. Birinci до кальянной был деловой центр, копирайт деген. Такой многофункциональный центр. Мен на Москвада көріп, студенческий домалар глагол деген біздің общежитиялардың қиырына глагол был бизнес-центр. Мен бек ұшаттым что бизнес-концепцияны. Мен тұрдым, что ма, что как-то бы близок по духу был бы человек. Бизнес, у нас срочное фото, мини-типография, распечатка, срочное фото, что круглая копирка улай примерно. Шулай проект и предполагалось, что еще авиабилеты мы там будем. Тогда как раз эпоха электронных авиабилетов, вот, когда еще люди не сами покупали, а через всякие компании. И еще мен первый проект с печати, вот. Но что мен YouTube мама, это как первый блинкомом, я не смог его вывести в прибыль. Не знаю, то ли компетенции не хватало, то ли знаний. Я и локацию неудачную Ya da выбрал. onunla durmağa düşemedi. Onunla Да, barıp коп durmağa заман düşemedi. где-то бизнеске, потому что очень скрупулезный, еще мелочный, еще печать, заман, что сотрудники выстраивать на область систему, сроки срывали, не могли сотрудники как-то вот большие в маркетинге за орёды, потому что еще маркетинг компетенциями он обошла. Короче, реклама была, заказы были, но не справлялись с объемами. И подводили там сотрудники, не успевали технологии. И, соответственно, первый бизнес я птым, короче. Он просто его закрыл, не продавал, ничего, хотя можно было как готовый продать. Тогда что-то даже в голову не приходило, что так можно сделать. Как-то не особо. Но молодой, зеленый еще. Только себя пробовать начал в бизнесе, да, можно сказать так, фундаментально. Еще Саил, и он нам башанный, короче, в том кальянный, уже успешный проект, успешная покупка, вот, его я выстроил. Neger oylaştın kalyanlığını açmağa? Neger o zaman popülerliği zatmedi, neçik edi o? Ya da tanışların aytqanmı aç dep, neçik boldu o? Да. Что как раз еще заман, когда бек популярный улар, уже бизнес так устаканился, и было понимание успешное, неуспешное. Уже было четкое понимание, что Шулайцем, что она пойдет хорошо. И я шла, конечно, что единственное развлечение, да, основное, да, что за малыр, это вечером там с друзьями PlayStation поиграть, кальян, Шулай, короче. Бұлай yok muydu дағы tanışların ya da yuvuqların sağa beklep ya da zat ayıp etip sen neger açkansan bulay zatlar yok muydu? Ya konşulardan ya da adamlardan olay zatlar haberleri yetişmey miydi? Особо yok, вот, Азамат настолько, что окружение берет, да, как-то поддерживает юлларын, потому что в первую очередь олага яхшичи. Акча казанмага бала. Да. Вот. И шулай açtı. Tek bir daha zatını soramaya söyledim Hacı Murat. Sen onunla işleyimsangda men okugan edim seni blogda. Barıp başka qatınğa ya da ergişmedi esmine yok. Lap ullu kalyanları bar qatınğa oğar sorap nizat etmeye gerek dep sen satıulanı darajaların öğretkensen. Şonu aytmağa söylemen biznes musada biznesning içine sen taptın marketingoviy hod bolsun mu ya da bulay ekonomik yaqtan hod bizatlar etip PR aksiyalar etip dalapçılığını östürtkensen tüzüçü. Да, именно шулай. Мен определенно, он надо, маркетинг bir интересный зат, sen bilmeysen никогда, что бармажак, и что bir инструмент geldi başıma, что конкурс etsem, что, короче,
орысша айтайын. Ну, в общем, Мгм. интересная гипотеза это протестировал в плане, Мгм. который никто не делал в регионе. Вот, и они Мгм. очень хорошо выстрелили. У меня вот Венчуратунум, скрипачка, это известная скрипачка Дагестана. Мгм. И мен он ансамблінде этот оркестрымда задействовать етіп, олар ерлайды онда. Мгм. И оланда келтіріп, то есть для Коляны Махачкалинской в смокингах, в костюмах, скрипачи, ну это чуть было диковенько. Вот. И олай затлар етіп, сон конкурс среди кальянщиков. Сон еще қатынымна да, еще этот Дум Зарема деген қатыны, о да, кстати, помог. Ма айтып, ну, нечик этметарых, они уже Мгм. там как раз первые кальяны, это Йоши, Мгм. Дум деген кальян. И да, советоваться етіп, о заман мен аңладым, нечик еще знакомство, нечик güçlü советлер, нечик Мгм. кардинально изменить это пола, бизнесное Мгм. положение, сен Мгм. юритут Мгм. поламсан, он орел, Мгм. что идеально реализовать это поламсан, и начал еще осознавать вот эту мощь, Мгм. магию вот Мгм. этого вот Мгм. нетворкинга, знакомства. Мгм. Вот. И, соответственно, что заман как-то уже партнером, что Рамазан Ганакаев деген партнер, Мгм. без Берчая Ашхан Мгм. Кальянный, Мгм. бывший глава Бабырцевского района Уланы. Мгм. И ода этот Москва уже Таргада уже все переезжал. Еще заман Олтурук приняли решение, что Сатуа Чертаев, Сатаев, мен уже и где-то эки yıllardan Шекленедиң соң, мо? Шекленедиңби? Юректе шекленүү бармы эди? Шекленедиңби? Ушу бизнес жакшымы, түгүлмү? Ушу юрүтмөгө булай. да. Что она шум гелген уже, что он чарют угул, что уже в 15 году у Анны сын родился. Мгм. Вот. И уже когда ребенок пошел, я понял, что ну, я деньги вот эти заработанные домой несу, мой сын Мгм. с этих денег кормится, я понял, вот как-то на интуитивном уровне, знания особо йога для меня бек Мгм. Мгм. исламский, но на уровне интуиции, man уже сумеем, что бизнес не Мгм. знаю, что Мгм. чувствовал вот это не баракат. И, Мгм. соответственно, что заман уже за это давайте тогда и что нам сон бирдаешь маман, ну, не халяльный бизнес, Мгм. все уже Мгм. в тот момент я понял, что это табу, потому что как-то вот переосмысление произошло такое Мгм. сильное. Мгм. А булай сен өзүң Рамазан айына ортасына сөйлейбиз дагы, өзүң нечик илмуларыңны алдың, кайдан алдың ушу ислам дини хакынан, бусурманлык хакынан, ата анаң үйрөтедими, улай уллар, улуу ана, улуу ата, яда курдашларың, таанышларың нечик болду ушулай Да, сен все больше трансформация болгону? курдашларым, московские курдашларым мына калган, что как раз Москвада мен Алида мен олардан кайтарып общаться этемин, что студенческий домолардан мен суратты недавно Мгм. Инстаграмда айтадым оны акынан, что яштарымнан мен үйреткен исламга шулардан кайтарып али общаться этемин, потому что Мгм. анладым, сила окружения деген зат, о бек мощный зат, али смело айтып боламан. Яшар, если вы хотите понять, кто вы есть, на самом деле, Мгм. посмотрите 5 ближайших своих людей, с кем 5 ваше ближайшее окружение. Вот вы и есть среднее арифметическое это. Вот вы Мгм. становитесь таким, кто вас окружает. Поэтому очень важно себя в правильное окружение себя прям впихивать, если даже не получается просто создать, вот впихивать, создавать, работать. Алимен конкретно осознанно ишлемен, что ким гурдашлар, ким с кем мои дети будут общаться, что очень важное Булай значение. ислам динине де, Куранна да келе, булай затлар ким билан жолуну тутсаң, шолардандан болажаксан сен деп аңната макнасын. Мгм. Ким билан жүрүсең, шолардан болажаксан сен деп.
айтылат. Орысчаны айтылна, с кем поведешься, то и наберешься. Дұрыс. Шолай дағы айтылна. Халі сен Москваға келдің дағы, онлайн бизнесқа нечік шықтың да, онлайн бизнесні үйретмей, онлайн далапчылықны? Айтарма мен вот что бек литератураға баққандым, что уже где-то 16-17 год барда китапланы алып, еще моим полкам араб на 90% бизнес-литература и 10% наверное, исламская и художественная. И мен начал как бы тоже начал искать себя конкретно вот. В чем мне конкретно нравится? Вот это для меня был вопрос, потому что и «Газпром» у меня хорошо же получается, я там был один из успешных сотрудников, и бизнес меня тянет, и мне было интересно, а где по-настоящему, что мне конкретно хочется? На вот этот вопрос я себе всегда искал ответ, вот это прям каждый день я себе задавал, какое одно направление открою, второе, третье, вот где у меня душа лежит. Вот на этот вопрос я всегда ищу ответ, даже сегодня. И вот в один из дней я решил такую технику проделать, решил полететь во Францию, просто, не во Францию, в Италию. Купил себе просто путевку один, без никого, на 3 недели. Там путешествие у меня было, там Милан, Франция, Венеция, Флоренция, по всем городам, короче. Мында тырнаучыларыбыз тамаша боладыр. Bir gün ойлаштым, Италияға бармаға, и чықтым, учаққа отырып, кеттім Италияға. Біреу, баламбызмы бұлай бармаға бізде, деп ойлашадыр бізге тырнайғанлар. Не, насчет путешествия, еще ақынан отдельно боламан сөйлеп, что любой последние деньги отдам на путешествие. Вот это для меня это лучшая инвестиция, и очень много я вокруг этого выстраиваю. Алида Аллах Муса, Бирекугуннен, Гетамен, Мека, он Медина. Да, тоже. Харзаман, вот в любой непонятной ситуации вы уезжаете за границу. Шалай, короче, позиция. И Шалай, да, реально геттем, вот у меня виза всегда открыта Шенгеном, это для меня табу, чтобы у меня всегда была Шенген-виза, даже американскую визу вот сейчас со следующего года или с этого года хочу тоже сделать, чтобы у меня всегда открыт. Желаю, чтобы сел в самолет, уехал. И он на геттем с какой целью? У меня была определенная цель. Давай-ка, Зменгараем, вот от всех дел, там отпуск у меня был как раз в «Газпроме», от всех дел отказываюсь, вот ничего у меня нету, никаких задач, я всем говорю, что я на 3 недели меня не беспокоит. И моя интересная, вот что конкретно я буду делать в Италии, что мне истинно захочется делать, вот я даже там представил себе, что у меня финансовый вопрос закрыт, все закрыто. И, знаешь, Аламат, на 3-й, где-то 4-й день мне очень захотелось ввести свой блог, Инстаграм, да, Инстаграм как раз был. И это искренне, никто меня к этому не обязывал, никто не заставлял, на меня социум не давил, там, культурно-религиозных, ничего не было никуда. Искреннее желание изнутри шло. Просто делиться, описывать события, все, что я вижу, какие-то вот. И еще заман Семегели, что походу Шузат, в моей жизни походу впишется как неотъемлемая часть. Еще заман, что Италия Дангельгене, я стал как раз таким, сначала просто блогером, который там что-то делился мыслями своими, рассуждениями. Потом я это дело еще привязал с бизнесом. Я когда понял, что можно же интервью брать, и вот в тот момент, Аламат, у меня такое пришло видение, что я стал сам как-то ненароком, меня начали люди узнавать, приглашать на мероприятия. Тогда зал собрал в Арбате, там у нас книжный магазин был, просто объявление вывесил, что я выступлю с темой. Такая произвольная тема вообще была, мое путешествие во Франции. Я до этого во Франции путешествовал. И просто вот про эту поездку, там у меня еще приключения произошли, я решил рассказать вот об этом. И собрался полный зал, аншлаг был, не было места сесть. И я тогда понял, что эта история работает, она вписывается в меня. То есть мне это все далось так легко.
Я просто видел, как напрягаются другие, там, чтобы вот подписчики, аудитория. А мне это вот как-то, я даже не чувствовал какого-то, что я там работаю. Саға бұлай тынч му сахнадан шығып, адамларға сөйлемеге, бұлай жиып, жамаатны, оларға бір затлар аңлатмаға, ойларыңны тынч бола му? Да, да, абсолютно. Аличта вообще, но о заман biraz гайнады, потому что, не от неопытности, да, просто не было опыта. Так, все хватало. Но Али спокойно на тысячный, на 1500 зал выступаю абсолютно спокойно. Конечно, орысша. Он дальше он адам вода болмажак. Онда сен унутмайғанны, мына Аби деген улан яза, яқшы құмық тіліні унутмайғанны деп. Бек ару сен сөйлеген көйіңне, машалла. Соңна сен бұлай ойлаштың, адамларға көмек етейім деп, өзлені брендін алға бағып, öğretmege деп ойлаштың му? Курсларны Да, Азамат, коп залар уже как-то непроизвольно начали происходить. Шулай эткеннен соң, ма уже адамлар өзлер келіп айтады, Ажымұрат, көмек ет бізге де, біз біріншіке, Дағыстаннан, вот откровенно айтса, бизнес тематикамнан мен бірінші шыққанмын алға, потому что до этого блогерлер бар еді, там бьюти-блог, просто которые там танцы, манцы, еда, не еда, а вот бір серьезный темамнан мен алға шықтым. И маған шулай серьезный предпринимательлер обращаться ме башлады онна, или стоматологлар, Ажымұрат, көмек сен, так... Комегет. И тема личного бренда как раз начала на рассвете была тогда. Вот этот тренд пошел, личный бренд, персональный бренд. И она вот за мной очень так зацепилась хорошо, что я на этом деле начал зарабатывать на свои первые деньги через Инстаграм. Я начал зарабатывать именно вот таким способом. Было предложение что-то прорекламировать, я не любил. До сих пор я вот как-то к рекламе очень скептически отношусь. У меня есть что свое прорекламировать. Поэтому я на рекламе не зарабатывал, но я начал услуги осуществлять, что по теме личного бренда. Бірінші керен, вот бір стоматолог на аллық, сондағыда бір предприниматель на аллық, владелец. Али Байрамбеков на аллық му? Тугуль. Еще как раз более серьезный на аллық. Имплантолог. Он и так на 2 месяца был занят по операциям. Я тоже смотрел. Без беряса шлеп, он на полгода у него запись появилась. Я отработать чуть начал отдохнуть. Вот, человек, короче. Мне как раз еще форум он сцена, да, радио, телевидение местного уровня. Бардо, короче, шулай продвинуть это имиджны, и плакаты вывесили, баннера, там, инфоповоды и так далее. И шулай башланы мены именно онлайн-карьерам. И сон, когда уже эти деньги начали превышать больше, чем мой заработок в «Газпроме», соответственно, я всерьез задумался, а что я вообще сделаю, если мне здесь уже не нравится, если здесь я не чувствую какой-то комфортной среды для себя. Почему бы не пойти? Что заман еще бек эсмегели, знаешь, я даже аналогию провожу, для кого-то может быть полезным. Вот есть в исламе, да, очень много всяких притч, даже там хадис даже есть, по-моему, один, где говорится о дозволенном заработке и о недозволенном заработке, да, что сам булайдабар полсан, и ты зарабатываешь то, что тебе предопределено. То есть риск нам уже предопределен. Как говорится, чернила уже застыли, перья подняты. Да, и я такую же аналогию, это уже моя авторская такая идея, да, наверное, можно заниматься любимым делом, можно заниматься нелюбимым делом. Все равно ты заработаешь то, что тебе предопределено. Больше ты своего не заработаешь. И вот в тот момент мне пришло это конкретное убеждение.
я вот работаю здесь уже через «не хочу», а вот здесь бы я работал через энергию, вдохновение. Почему Мгм. уже мне не определиться и не выбрать свой путь в этом направлении? Что за Мгм. момент, Мгм. что это, принял решение, да, для себя, что все, я ухожу с «Газпрома». Для Мгм. многих это было прям сумасшедшее. У меня даже вот с семьей бывшей жены Мгм. начались проблемы, они начали думать, что я сумасшедший, что со мной происходит, как можно бросать такую работу ради непонятного чего. Потому что та тема, чем я занимался, личный бренд, Инстаграм, Мгм. для многих была областью неизвестного. Что это вообще? Что он делает? Для чего он эти эфиры ведет? Для чего он там где-то выступает, людей собирает? Безумец, ему что, делать нечего? Вот так многие думали. Кто Мгм. не понимал, кто не в теме был. И поэтому, Әлде бардыр олай адамлар аңламайган, һава белән әйләнеп, бер залар әйтә, воздух пинает, ногами ходит там, дип ойлашадыр. Низат әйтә Хаҗмурат дип ойлашадыр. да, но уже Эсмегеле значительно меньше, значительно меньше. Мгм. Аль Москва, уже вообще, я таких людей уже, Аллах шкур, не вижу практически, которые не Мгм. понимают, чем я занимаюсь. Вот. Поэтому вот примерно вот такой расклад. Вот такой я вывод сделал для себя. Мгм. Вот на тот момент. Шулай. Булай сорамага сөйгән идем. Булай инсан яшауга чыкканда, сен ислам дине хакында сөйләмәyə башладың. Ризык деген затны айттың. Ода пайланган biz тугунчага язылган китапта ризкын чыгарачак Аллаһу Таала. Бу яшауда нечик ишлени яшауга чыгармага тарых адам, инсан, һәр инсан яшауыннан не затны этмее керек, не ишлер этмее тарых, не затны яшауга чыгармага керек, не борчлары бар оны. Сен ойлашаң Ага. күйдеген. Инсан деген адам о. Адам. Ага. Любой человек. Сөйлемсең, тәржімә итеме орысча сұрауымны. Ага, Етейме? да, примерно аңлағанмын, но если ярамса айта, Тәржіма, Азамат. мына, қара, каждый человек рождается на этот свет, Да. и у него какая-то должна быть цель, предназначение, и что-то он должен успеть в своей жизни сделать. Вот что это самое он должен сделать, чем он должен заниматься в своей жизни, Ага. по твоему Да, мнению? супер, да, значит, я правильно понял вопрос. Смотри, Азамат, мое какое видение, да, я поделюсь своим опытом, да, как я действовал. Если мы прям будем сильно заморачиваться над этим вопросом, мы можем очень сильно застрять. У меня все шло через действие. Вот сидя в квартире, сидя вот дома, и миллионы книги прочитав, там сотни тетрадей исписав, я бы не понял, чем мне по-настоящему нравится заниматься и что я хочу оставить в этот мир, какая моя личная миссия, да? Мне нужны были действия, вот, чтобы понять, мое, не мое. Я должен был это запустить, открыть, прожить в этом. Я поэтому вот эти попытки очень много... Сегодня для меня запустить бизнес – это как, я не знаю, просто выйти на улицу погулять. Я могу абсолютно любой бизнес запустить за месяц, сразу протестировать, идут там клиенты, не идут, есть там прибыль, нету. И потерять деньги я готов. Я тоже понимаю, что это не потеря, это инвестиции денег, да, то есть протест, потому что здесь ты потеряешь, вот который выстрелит бизнес, ты в 100-кратном отобьешь вот эти расходы. То есть деньги такая энергия, здесь потерял, там приобрел, да. И поэтому вот к этому состоянию я очень сильно стремился, прийти к тому, чтобы быть выше денег, быть выше того, чтобы бояться их потерять. Потому что на тот момент, я помню, складывал там рубль к рублю, считал, потерял, там, думал, хорошо было бы не потерять эти деньги. Сейчас вот, и вот когда мы к этому состоянию приходим, когда базовые потребности закрыты, вот уже мозг начинает мыслить иначе. Халичимен, конечно, абсолютно, чем там 6 лет назад, чем 8 лет назад, по-другому мыслю, да. Алимен Суеменшу уже
более духовное, там, межрачма, хаши, там, детей еще больше хочу, там, Мгм. вот, али, какие-то вот, чтобы мой бизнес был поклонением, вот моя Мгм. какая цель, да, чтобы я жил, чтобы весь свой образ жизни хочется выстроить так, чтобы каждый мой шаг, каждое мое действие, вот общение, даже сейчас я задаваюсь вопросом, да, зачем я сюда пришел? А Мгм. пришел бы я сюда, если у меня на счетах было бы миллиарды долларов, да, сегодня Мгм. на этот эфир. Однозначно пришел бы. Вот именно я Мгм. бы делал то, что Машаллах. сейчас делаю, будь мои все финансовые вопросы. Вот именно хочется жить так, чтобы быть счастливым в моменте, вот, и чтобы наша деятельность несла пользу, какая бы она то Мгм. ни была. Вот сегодня там вышла передача, Первый канал, да, с моим участием на Добром утре. Ну, там маленький, небольшой, но Мгм. тоже, когда они приехали ко мне в офис, они там полдня моего заняли ради вот этого Мгм. маленького репортажа. Ну, я тогда тоже задался вопросом, готов ли я жертвовать своим полдням, чтобы вот этот вот... Да, если там будет хоть какая-то польза, даже когда звонили редактора, я говорил, будет ли польза? Однозначно будет, Гаджимурат, вы убережете многих от незнания, от покупок. Мгм. Вот и вот выстроить свою жизнь, любой, да, там, бариста, который кофе варит, он что же несет благо в этот мир? Там, Мгм. кто зерна жарит, кто на кухне работает. Мы созданы служить людям, служить народу. И вот когда мы это осознаем, все становится на свои места. То есть не должно быть там в бизнесе ты одним занимаешься, ты там травишь людей кальяном, например, да, Мгм. а потом вечером приходишь в мечеть, поклоняешься Аллаху. Вот этого Мгм. не должно быть. Это рассинхрон, это Мгм. раздвоение души, раздвоение личности происходит. И жить в этом очень сложно. Эту маску носить очень Мгм. много энергии уходит. Поэтому вот чтобы эта энергия сохранялась, аккумулировалась в нас, да, ну, важно, чтобы мы ее в правильное, в созидательное русло направляли, важно вот эти все, так сказать, соединиться со своей душой, соединить вот этот материальный, духовный мир, все, и соединиться со своей реальностью, и соединиться со своим видением, куда ты хочешь прийти, какая конечная цель, да. Мгм. Поэтому, не знаю, может, чуть сложно ответил Азамат, но Баракалла. постарался. Хажимурат, былай зат бар. Мгм. Қазақстанна Мгм. жahil уланлар бұлай передачаны йөрүтә ютубта. Передачаның аты Орта деп. Орта. Билемем, Алар карайман бир-бирден. караймсан, көргенсен, аңлайсан. Мгм. Мгм. Олар bir передачасына олар bir берилиште айтты. Бұлай дей bir яш мен өзім bir намазны етедім дей. До полудня етілінеген bir намазны. Духа намаз деп өзі айтты. Доха, да. Зухана. Да. Халі құмықша зуха деп айтамы, духа деп айтамы, бізге тыңдағандар бізге айтсын, о бұлай Рамазанный имик, şu sözünün ortasına eşik Ага. ZD деп айтачы түрілді. Көйдеге. О яш айта, мен өзім ойлашедім, о бизнес намаз деп, духа намаз. Мен О қарағанмын айта, ше конкретно қарағалымсан. передача. Да, да, Халі да. сен бұлай затына ескермеге сүйемен. Мен көргенмен сен құрдашларыңдан бірче ертең намазға барасан. Мына Москвада тынч зат түгіл ертең намазға бармаға. Шоғар шо затқа сорамаға сүйемен, шулай затын сорамаға сүйемен. Нечик мотивация табасан сен өзіңе ертең вақты тұрып, мешітке бармаға, дөртлер, үчлер, шо заманна аз yol түгіл онна бармаға үчүн, аз yolну күтмеге түгіл, көп yolну зат этмеге тарық. Зая деп айтмаға да болмайман, узатмаға Ага. тарықдағы заманны. Bir дағы зат бар, бұлай дағы да bir намаз бар, айта ислам дініне 2 ракат намазны, ертең намазны алдына етсең, шо намаз саулай дүнияны Бар. байлығынан күчлүдүр деп. Мгм. Шолай затлага нечик мотивацияны табасан? Ага. Азамат, айтарман. Век такой глубокий вопрос, но
Я, наверное, более глубже смогу ответить. Что Киллар Арта, ну, было такое состояние в 2000, начало 20-го, где-то конец 19-го, 20-го, что, ну, у меня развод произошел с бывшей женой, матерью моих детей, да, и, откровенно говоря, ну, я немножко потерял себя в этом мире, как бы, пространстве. Почему потерял? Что когда ты четкий уже развод состоялся, вот в этот момент пришло какое-то невероятное ощущение внутренней пустоты, когда все, дети в Махачкале, я здесь, и вот вроде головой понимал, что я все делаю осознанно, решение, но на уровне чувств, эмоций у меня началась, ну, едва ли, я не назвал, конечно, это депрессией, но что-то очень близкое к этому. И я перестал вообще, вот эта энергия, которая, альхамдулилля, сейчас есть во мне и раньше была, она просто куда-то ушла, ее не было. Я был такой, как пустой сосуд, потому что я не перестал понять, потому что у меня в какой-то момент уже, оказывается, не произвольно дети мои стали, семья моя стала мотивацией вообще к движению, да, потому что все ради... А в этот момент мозг, когда ты приходишь в одну квартиру, я тогда жил в Царицыно, снимал квартиру, вот, где как раз и были мои последний раз, я, можно сказать, жил с детьми вот в этой квартире, именно жил, да, так-то, конечно, сейчас я с детьми бываю и ночую с ними, но именно жил, вот, Царицынская. И когда я приходил в эту квартиру после работы, ну, у меня аж до слез это все, вот такое состояние было, не передать словами. И тогда я понял, что я начинаю себя терять. Какие-то плохие мысли в голову приходили, какое-то окружение стало такое, знаешь, не очень. И вот где-то в начале 20-го меня опять вштырило, я понял, что я как, ну, тряпка, да, вот, разлагаюсь. То есть вот начал прям сам с собой разговаривать: Гаджимурат, соберись, давай, все нормально, на этом жизнь не теряется. И что-то надо было предпринимать, что-то надо было предпринимать кардинально. Ну, естественно, Аллах Тала, да, ну, знаете, какая-то, Аллах тот, от кого люди и уходят, но тот, кому и возвращаются. Ну, то есть невозможно от Всевышнего уйти, все равно ты к нему приходишь. И в конце же, и всегда, да, у нас все пути туда. И еще заман я подумал, блин, вот что будет самым истинным, самым правильным для меня сейчас, да? Ну, естественно, это поклонение, ибадат, и вот это сможет меня снова собрать и вытащить из этого состояния, как вот барон Мюнхгаузен, да, себя. Вот буквально я тогда поменял, потому что эта квартира меня напоминала дико вот это вот. Я тогда переехал как раз на Биберево, вот. И как раз тогда я уже не один, специально я тогда с ребятами, с двумя ребятами, мы большую квартиру сняли, специально, чтобы был какой-то джамаат, чтобы я не один был, потому что вот это одиночество меня съедало. И там я принял решение, не эти ребята, которыми я жил, а вот Беслан, у меня друг, мы созвонились, я говорю, давай, Беслан, он даже, по-моему, больше там инициативу проявил, кто-то, не помню уже, давай на утренний намаз, вот, на Минскую мечеть, прям и тебе, ну, нейтральную, он с юга, я с севера, и вот мы, давай, короче, 40 намазов, цель ставим, и вот так оно пошло. Ну, короче, вот эта идея. И когда я вот на этот путь стал, я по новой расцвел, я почувствовал прилив энергии, вот этот, когда я график сна свой нормализовал, вот это утреннее поклонение, вот этот аскары, до ханамаза как раз мы вот, да, оставались. И, ну, моя жизнь начала по новой бить ключом. Вот прям вот это чистое сознание пришло. Опять возможности Аллах начал давать, все открывать двери. Энергия, мотивация, вдохновение. Вот в этом я нашел очень сильное вдохновение. Конечно, я не знаю, через правильную ли боль я пришел. Нужно ли именно эту боль испытать, чтобы к этому прийти. Не хочу быть, например, но всем, даже если в вашей жизни все хорошо, друзья, она станет еще лучше,
если вот вы вот сюда обратитесь, потому что вот это утреннее время, это то, что как раз за что дуа просил сам пророк Мухаммад, саллаллаху у Всевышнего Аллаха, да, и ты правильно говоришь, вот этот утренний намаз, он лучше всей этой жизни, всего этого мира. Поэтому, точнее, вот этот сунна, да, намаза, Ракат, эртен да. намаздан алдына. Ага. Ага, да, ратибат. И что сказал, и как можно вот после этого такую практику прекращать? В моей Мгм. голове даже понимания нету. То есть я даже специально же, вот сейчас в Золотых Ключах живу, переехал. Всю жизнь я начал подстраивать уже под то, чтобы жить вот возле мечети, в Мгм. которой мне максимально комфортно уже, где и джаматом знаком. И я переехал. Сейчас я даже пешком 10 минут. Ну, Мгм. конечно, ленюсь, откровенно скажу, пешком ходить. Все равно на машине езжу. Вот. 2 минуты мне на машине до мечети. Машаллах. И потом парк, прогулка уже, как ритуал, да, вот есть этот, как его, наш казахский бизнесмен, который любит утренние ритуалы, практики. Сейсембай или Сисимбай, как его? А, да, именно он, Маргулан. Маргулан, да. Вот он любит эти, я тоже говорю, это уже как стало, как утренними ритуалами, там, Мгм. общение, вот этот, аскары, потом читаем там книги, сидим в мечети, да, духа, намаз, да, шурука. Вот, и это то, что сегодня для меня является такой фундаментальной опорой, то время, когда у меня лучшие идеи в мою голову посещают, вот это утреннее время, это просто мощь. Поэтому Машаллах. Сейчас Хальбусат башлана тура заманыбыз бу бизге тыңдайганлар сорау берип бола. Иң мгм, башлап окуйм бир сорау келди бизге. Ор даража деген проект бар. Абдурахман деген киши. Ушулай сизге сорау бере. На русском зачитаю, так как на русском вопрос, да. Он говорит: я подозреваю, что вы, Ганджи Мурат, еще конкретно свою нишу под солнцем не нашли в плане бизнеса и профессии. Не суть. И все-таки, есть ли в ваших проектах вместо помощи своему народу, есть ли какой-то такой проект потенциальный? мгм. Азамат, хороший вопрос, спасибо, да, кто его задал, Баркалла. Конкретно вот про помощь народу я максимум о чем думал и по сей день Мгм. думаю, это в селе вот футбольную команду хочу Мгм. основать для вот у меня друг как раз Рамазан Газиев, он заведует лигой ЛФЛ в Дагестане. Мгм. Пока что вот решил с такого малого начать, прям о Мгм. каких-то грандиозных не задумывался. Вот это ифтар меня, кстати, вдохновил, потому что я чуть-чуть оторван от кумыкского джумата, ну, видим, Мгм. тоже из-за отсутствия фокуса, да, внимания. Мгм. Мгм. Тебе огромная благодарность, Азамат, что меня сюда пригласил. Это меня очень сильно к корням возвращает. Потому человек, Мгм. который не соединен с корнями, это тоже как дерево, как, как дерево без корней, да? Поэтому Мгм. это очень важно. Вот я решил первую цель поставить футбольную команду. У меня отец, вот у нас дом есть в селе, в Халимбековле, я там часто бываю, вот недавно был, когда был в Мгм. Дагестане. И, ну, я вижу, что там, ну, село как бы нуждается в таких вот инициативах, поэтому Ты хочешь обязательно вот с такого коробку малого начну. возвести хочешь или здание капитальное какое-то сделать? Нет, я именно хочу команду взять, Мгм. собрать команду. Там поле, кстати, есть какое-никакое, но его тоже, если что, доремонтировать. И именно содержать команду, Мгм. зарплату им платить, форму Мгм. спонсировать, чтобы Мгм. они вот могли Мгм. участвовать, поддержку оказывать, да, какую-то там Мгм. спонсоров, потому что у меня есть рычаги, возможность любых спонсоров вовлечь, если надо будет. Если даже сам не потяну где-то, так-то, иншалла, и сам потяну. Вот. Мгм. Но такие пока первые намерения. А дальше больше Здорово. посмотрим. Ну, это уже какой-то, да, будет там футбольный клуб, там уже какая-то будет небольшая для молодежи села, там какая-то идея, да, ну, к спорту, может, чуть-чуть их
кого-то, хоть одного человека, если мы посредством этого там к здоровому образу жизни смотивируем, уже будет, я думаю, благо. А так дальше больше буду рад какие-то другие идеи выслушать, как вообще можно Вот это как делать. идея Абдурахман говорит то, что один из лучших вариантов – это создать свой благотворительный фонд после приезда с Мекки. Говорит, так будет интересно. Вот, это как идея, которую он накидал. А тут еще вопрос. Очень крутая идея, но я, видишь, даже не знаю, как это технически вообще сделать, организовать, но я думаю, одно общение с человеком, кто этот путь проходил, там, 2 часа, я думаю, мы разберемся в этом. Аллах буйрса, бұлай дағы да бір сұрау от Ибрагима Махтибекова. Может быть, какие-то рекомендации дать по развитию проекта Кумук Сөзлюк или принять участие, может быть, в нашем проекте в какой-либо форме? Да, Азамат, цель какая? Ну, получается, вовлекать людей, да, больше. Ну, видишь, на самом... Сохранить язык, как бы задача даже, да, такая прагматичная. Люди забывают, собственно говоря, тот язык, на котором они говорят. И как бы мы даже элементарно слова берем из словаря, который есть, да, там, и люди эти слов не знают, там, мы викторину проводим элементарно. А так мы вовлекаем людей через то, что мы каждую неделю делаем вот такие стримы, проводим с известными людьми, люди слушают, и вот это какая-то польза, потому что потом мы стараемся на YouTube выложить тоже, как-то люди потом просматривают, потому что, вот, допустим, был один из гостей, Абдул-Вахаб Хажи, он в прошлый раз сказал, что то, что вы запишете, говорит, как цели, почему мы сегодня, Каслы Етер Муратха, как запишите как цели, говорит, написанное вами в блокнот, есть, говорит, дуа, это одна из форм дуа. И для меня это навело на определенную мысль. Я начал записывать все свои задачи в течение дня, которые я хочу выполнить, в блокнот. Вот как бы в этом проекте мы многие мысли какие-то почерпываем для себя, и люди что-то полезное получают. Вот как ты видишь, как можно было бы развить этот проект, и в чем ты мог бы здесь поспособствовать? Да, ну, медийные такие проекты, важно, чтобы они находились постоянно в информационном поле, да, и как раз-таки я бы даже сделал такой список, да, всех медийных людей, которые так или иначе есть, чтобы вот посредством их аудитории, любой проект мы раскручиваем таким образом. Сначала берем лидеров рынка, ну, лидеров мнений, да, рынка, у которых есть аудитория, у которых есть сообщества какие-то, да, и начинаем там рекламироваться активно. Но здесь, я думаю, тоже нам надо будет сделать какой-то список, какой-то план, стратегию накидать, и какие-то, да, как цель сохранения языка, да, это очень крутая цель. Вот надо прям подумать, а вот такую цель, она где вот KPI вот этого вот что ну, важно. KPI, хочешь обозначить тебе один из KPI, который мог бы быть? Допустим, издание толкового словаря кумыкского языка, которого нет. Или издание нового полного словаря кумыкского языка, который будет корректно составлен, без ошибок. Как сейчас у нас есть много словарей, но там ошибки. Просто элементарно, да, там в словах ошибки. Вот KPI простой достаточно. Есть государство, которое должно этим заниматься, но там не хватает финансирования. Должны быть меценаты, которые под эту историю согласятся. Должна быть собрана определенная группа профессионалов-филологов, которые это должны писать. Как в Великобритании есть свой Council for Language, там, который по сохранению языка, да, точно так же, как Оксфордский Dictionary. Oxford Dictionary для всего мира – это основа основ. Да? Здесь вот у кумыкского языка есть там институт РАН, который там в Дагестане по языкам, но почему-то в эта работа буксует. К примеру, да, как бы. Да. Очень крутой KPI, да. Супер. Да, там же может быть то же самое, какой-то там съезд ежеквартальный, там активистов каких-то определить. Я думаю, много. Вот, наверное, с этого надо начать, и я готов, Азамат, если мы какую-то там дату выберем, время там встретиться, все, кто в проекте, какие у нас сейчас есть, ну вот,
чтобы, как говорится, точку Б какую-то поставить, нужно понять точку А, да, где мы сейчас находимся, да. Я всегда говорю, невозможно там в Питер купить билет, если ты не знаешь, в каком городе ты находишься, да. Надо же вбить точку А. Поэтому здесь тоже надо прям сесть, посмотреть, что сейчас есть, и на основе этого расписать свои цели, в том числе по вовлечению людей. Я уверен, очень многие не знают, потому что я вот от тебя узнал про такой проект буквально там, неделя, да, назад. И то, проводя очень много времени в Инстаграме там, и так далее. Потом, второе, это, что я говорил, да, вовлечь людей, посчитать, какие нам ресурсы нужны. Там, финансовые, человеческие, да, миссию прописать вообще вот тоже очень важно, это как уже у тебя есть, я вижу, вот эти KPI проставить прям четко там, дедлайны какие-то начертить, чтобы определить там председателей, помощники, помощников, и прям чтобы эта машина прям с обязательствами, у меня есть опыт учебы в таких разных бизнес-школах, где прям так четко выстраивались вот уровни вот этого сообщества, комьюнити, что люди должны свои задачи чувствовать на уровне обязательств, что если они вот не выполнят, то есть не просто чтобы как домашнее задание сделает, не сделает, а именно чтобы обязательства дать, верить людям, вот чтобы вот у тебя найти, например, нам нужно именно вот носителей, да, языка, кто сможет, это что же надо понять, кто сможет писать этот словарь, да, может уже что-то есть, но улучшить надо, ну вот подсобрать все это, и в полный вперед, и естественно медийная огласка постоянная, чтобы доупаковать. Я думаю, надо проект, вот какой-то логотип дать, вот как вот, кстати, Кумуклар, да, вот у меня даже флажок там, ну, у них какая-то уже узнаваемость есть, какая-никакая, вот этот флажочек, логотип, я не знаю, вот символ, да, это 4. Да, тамга. Вот. Уже какая-то такая есть ассоциация, да, вот надо такое же примерно здесь создать, это стоит там недорого, да, там можно это все обеспечить, вот, и, соответственно, ну, в остальном вопросе, ну, буду постоянно сопровождать, консультировать. Если мы соберем группу какую-то, да, ну, будем проводить встречи. Я только за, и мне это очень интересно, потому что я чувствую, ну, и свою причастность к этому вопросу. Я сегодня слушал, кстати, вот имам Кехулайской мечети выступления скидывали, да, мне очень понравилась его философия, его идея. Я так призадумался, что язык это не просто инструмент для коммуникации, это еще и некая культура, да, которую мы несем через себя, проносим через себя, некое мировоззрение. Поэтому это прям глубоко было очень. Баракалла, Хажмурат, дагы да бир суроо, булай Аби деген улан яза. Кумук элине кайтма касты бармы качан булса да Хажмуратны? Кумук элине? Элине эль это родина, ну земля, родная земля, кумук эль. Или эль как народ еще переводят. Именно переехать, да? Переехать. Да, на родину. Релокацию предполагаешь, вот если на хипстерском языке. Конкретно даже не Махачкала, это именно кумыкское село. Не, былай зат түгел. Кумук эльге айта, саулай нечик ақшам. Кумук эльне ақшамы еді. Сен ифтарға барғанна, кумук эльне ақшам, Кумыкия. Хочешь вернуться в Кумыкию, как бы грубо говоря. А она где угодно, там, Дагестан, Северная Осетия, Чечня, как я со сцены сказал, да, там, где бы ни жили кумыки, там их родина, да, там, вот, грубо говоря. Сүйсең Анжиге қайт, сүйсең Халимика ауылға қайт, сүйсең башқа юртқа бар, сүйемсің қайтмаға. Пока на ближайшие 10 лет мы создадим вот здесь свою Кумыкию, вот, улица Муслимовская, пересечение с Минской, вот, потому что действительно здесь, оказывается, тоже проживает немало кумыков, вот у меня даже дядя за дорогой там живет, и я думаю, надо вот здесь пока что, а вот через 10 лет, я дальше 10 лет стараюсь планы там даже не смотреть. Вот там уже мы, конечно, ну, у нас есть шикарный дом в Халимикауле, куда я
готов возвращаться и жить, и свой новый сейчас в рамках вот как раз глэмпингов я здесь развиваю, но с таким же успехом я и мини, скорее всего, себе там, ну, либо резиденцию, либо вообще как глэмпинг-поселок сделаю, может быть. Как раз выходцы из Халимбек-аула делают гостиницы в горах из контейнеров сейчас. У них, да, если знаешь кстати. такую компанию Вайдак, они вот халимбек-аульские ребята. Вот да, еще да, тут да. Ага. вопрос от Микаэла Амаева. Микаэл Агай, яқсағыз микрофоныңызды сөйлеп аласыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Tutgan oruzalarınızı Allah kabul etsin barınızı. Sağ olun. Sağ olun. İnişkağızga yarısın kumukça yarısın orçça soru vereyim. Mene bir Gubdenli kurdaşım var da olar dergiler de bekledi ola. Hatanesi bir atasörü Gubden semi. Ben orayı tağında da ya bar üyleyi geçi yaşayan katının kumukça söyle isteyende ayıttım ağa. Olar biznesmenlerçe. Mikail dedi. Kumyский язык знать выгодно, да. Hala bir sorun var daha inişka. Вот sen bu yartı yurtulsa bilesen komukça da, az bu çiste. Na bытовом уровне da. Sana şu sen kopyerde bolasan yürüysen, sana şu komuk dilini bilen sayalı Türk dili bol kaldı. Sana bir komeklik bolgan mı? Bir neşeydi o ben güdeli yoğunluğa kalay выгодно было когда-нибудь. Конечно. Вот как раз мы с Азаматом обсуждали этот вопрос до эфира, и Азамат успел поделиться своим опытом, когда у меня была точно такая же, ну вот прям очень похожая история во Франции как раз, когда мне прям в буквальном смысле слова помогли турки, вытащили за то, что я сумел с ними скоммуницироваться на турецком, ну, конечно, все равно есть разница, но мы сумели найти вот этот язык, вот, это 100%. 100%. С крымскими татарами я там даже какие-то бизнес-отношения имел, мы практически разговаривали на кумыксах. Потом, ну, вообще, вот очень мощно. Я даже это, кстати, говорю часто. Я говорю, меня вообще можно полиглотом, говорю, считать, потому что я знаю английский, русский и частично кумыкский, что открывает мне двери вообще во все тюркоязычные народности. Поэтому, конечно, 100%, что конкретно есть случаи во Франции, когда я потерял документы, это целая большая история, там все у меня украли, и мне помогали из Марселя до Ниццы добраться, турки именно, они с собой взяли меня и сказали, если вдруг кондуктор говорит, ну, запросит или там панику поднимет, в электричке мы за тебя оплатим, сказали. Вот, потому что они все трое с билетами были, я один был безбилетный. Ну, как бы... И, соответственно, я сумел договориться, в понимании у меня была повестка с полицией, но у меня была такая уверенность, я боялся в эту электричку садиться, что у меня вообще там без билета. Штрафуют. Да, там, ну, уже штрафовать некуда было, денег с собой не было, но вообще, что меня закроют где-нибудь, потому что это уже нарушение было, да, закона. И поэтому вот они взяли на себя такую ответственность, и мы именно на турецком разговаривали тогда с ними, вот. Поэтому это, ну, очень круто. Я знаю, когда выезжаю за границу, я просто как к себе домой. Вот у меня нету проблем, там, страна, язык, вот Испания, там, я знаю, что там точно мы найдем всех, и русскоговорящих, и англоговорящих, и тюркоговорящих. 100% в любом пространстве ты найдешь, там, мечеть, неважно, куда бы ты зашел, на каком-то языке ты сможешь изъясниться. Вот. Хажимурат, бұлай сұрау дағда біздің теманы аты қастлы етер мұратқа деп. Мұратқа етмеге үшін не етмеге керек адам? Сейчас на всякий случай перепроверю зарядку, сколько у меня тут. 4%. Так, Мурат. Мурат это цель. Да? Цель, намерение, да? Чтобы цели достичь, что нужно делать? Вот она что. Я думаю, что как цель, да, она идет? Да. Так. Ага, чтобы цели достичь, еще вопрос. Не етмеге керек, что Муратқа етмеге үшін. Неге төглесе адамлар білмей, көбісі айта, мен
азарман деп айта масал үчүн. Я да мен яңы тилни үйрөнөрмүн дей. Я да мен булай келимни акча шулай алапа болсун деп этермен шулай затланы. Тек бир затта этмей, понедельник күн келе, кой таңыл этермен, дагы ел этермен деп коя барды ишни. Шо Murat'la yetmeyi ne etmeye Tarık? Sen çi kop Murat'la yetkensen, Moskva'ya koçtun, bizneslerini açtın, dalapçılık görsettin, hali başka yolunu açkansan, online biznesin var, online образованиең var, başka zatların açılgan. Ne etmeye gerek Murat'la yetmeye için? Да, бек хороший вопрос. Соравуч, да, вопрос? Да. Так, давай-ка все-таки орусчай таим, чтобы время не тянуть. В общем, тут очень важно понять, цель твоя или навязанная. Вот в самом начале надо вот это разобраться, откуда у тебя эта цель взялась. Вот что. Потом второе, что важно понять, да, себя изучать. Вот я всегда говорю, вся жизнь должна еще параллельно, вот как прям красной нитью проходить как самоизучение, самоанализ. Каждый человек индивидуален, каждый по-своему. Мне очень сильно, например, помогает какое-то публичное заявление или там договоренность с людьми. Если я один на один с целью останусь, я могу даже как-то расслабляться. Если есть какая-то группа поддержки, единомышленник, мне легче достигать. Плюс я себя дополнительно вдохновляю тем, что вот я достигну цели, я себя отблагодарю вот к этому сроку, если я достигну вот эту цель, да, если сроки ставлю, очень важно, сроки, да, даже есть такая технология, SMART, по-моему, называется, да, с английского. Да, и когда мы говорим, что цель должна быть конкретной, измеримой, достигаемой, да, вот, поэтому здесь вопрос очень важен в сроках, срок, чтобы мы знали точно, в какое время, и каждый день декомпозиция, вот, не бояться ставить большие, ну, не супер большие, но такие цели, которые чуть-чуть вас пугают, чуть-чуть прям, даже может в моменте показаться, что вау, но очень важно еще, какие эмоции эта цель вызывает, чтобы она больше положительных эмоций, вот по достижению я там получу удовольствие, удовлетворение, и потом только ты эту цель берешь и расписываешь на подзадачи, да, декомпозируешь, и вплоть до того, что ты должен сегодня сделать в отношении к той цели, которую ты вот, если это языки учить, вот сколько слов, сколько там видеоуроков я должен посмотреть сегодня, с сколькими людьми там я должен поговорить, да, там в неделю хотя бы по полчаса, по часу на английском языке, как бы там тяжело, вот, и вот так вот, там любую цель можно вот разложить просто до мельчайших, до простейших действий. Мозг любит максимальное понимание. Вот большая цель там, выучить язык, мозгу непонятно, что это. А прочитать 30 минут на английском языке, это понятно. И поэтому нужно свести к максимальной простоте. Вот как Брюс Ли сказал, все самое гениальное, это максимально простое, да. Вот, поэтому все кроется в простоте. Вот, поэтому вот как надо достигать целей и идти прям, и дисциплину включить. Здесь без дисциплины никуда. Внутренняя дисциплина. Где-то надо через «не хочу», где-то через «не могу». Есть настроение, нету настроения, есть энергия. Прям делать. Потому что если мы будем на настроение смотреть, мозг все равно будет нас отводить, захочет где-то расслабиться. У нас априори наши базовые настройки по умолчанию, да, в нашем мозге, это работать на режиме энергосбережения. То есть мозг не заинтересован в раздумьях, в создании новых нейронных связей в голове, да. Сейчас я на всякий случай к зарядке подключусь. Вот. Поэтому надо где-то прям преодолевать эти усилия и где-то заставлять себя. Абылай, сен göre turamam men kitapны учиться деп yazılgan. Hali sen aytıp olamsan. Mına stolun üstüne. Macbook'un tübüne. Şu dur.
Soramao suygan edim, nechik kitaplarni o'qimoq kerak muratlarga yetmey uchun? Şolay kitaplar barmı? Kitaplarda yazılganmı? Qaydan algansan sen ilmini, знания? Şonu Ага. hakkından. Да, мага бек комегете адамлар. В первую очередь, масштабные люди, которые уже достигли. Вот я очень люблю общаться, вот приглашаю часто людей на кофе и напрашиваюсь где-то, да, на встречу. Не стесняюсь. Вот раньше стеснялся, сейчас прям понимаю, что в этом есть благо. Адамлар биринчи. Но таплан и адамлар, которые уже прошли этот путь, они настолько упрощают то, что для тебя кажется это невозможное, там, тяжелое. Просто пообщаться с человеком, который это прошел, он тебе так легко это разложит. Думаешь, блин, оказывается, это так легко. Вот. А китаплар, конечно, в отношении книг у меня чуть свое видение. Я не читаю много, прям масс. Я читаю качественно. И я считаю, ну вот, это тоже индивидуально, опять-таки. Вот читать много тоже хорошо. Но это лучше, чем не читать вообще. Читать качественно, это, что я имею в виду? Я читаю, ну, с удовольствием, да, для меня это своего вида отдых, чтение книг. И я стараюсь внедрять сразу вот то, что прочитал, внедрять. Вот. И читаю сегодня, ну, исключительно по запросу. Вот на что у меня есть сегодня запрос. Если есть там у вас, например, у кого-то запрос по целям, да, по достижению, ну, надо, значит, там Брайана Трейси прочитать. У него очень много книг по целеполаганию. Там Тони Роббинс, вот у меня книжка лежит «Разбуди в себе исполина». Она, в принципе, универсальная. Есть такие универсальные книжки, которые помогают, а есть конкретно уже узкотематически. Например, у меня есть книга «Никогда не ешьте в одиночку». Это книга, которая описывает про нетворкинг, про связь, про людей. Когда у меня был запрос, как формировать именно сеть связей, знакомств, вот тогда я эту читал книгу. Все, я ее получил, я понял эти знания, откладываешь и идешь дальше. Вот. Сейчас, например, эти дни я получаю знания по умре, по обязанностям, которым, что мне нужно, потому что вот это как религия наша в этом вопросе, конечно, очень мощная, да, высоко мудрая. Сейчас для меня получение знаний по умре является фарзом уже, то есть обязательным, да, я должен знать обряды паломничества, да, малого паломничества. И то же самое и в жизни. Вот, если вам что-то нужно сделать завтра, вот, я сейчас стройкой начал, давно там уже не занимался стройкой, да, вернулся опять в Минстроительство, поэтому изучаю, получаю знания, все YouTube-ролики у меня направлены на получение знаний по строительству, что там поменялось. Вот конкретно старайтесь брать тему, которая вам сейчас актуальна. Вот, но учиться, конечно, это мощно, потому что это нас учили, ну, мы учились, да, в школе, но мало кого научили учиться, как правильно знания получать. Это очень важно тоже, вот, что знания, да, получаются определенным образом. Нужна какая-то материя, нужно понимание, нужно маленькими шагами тоже идти. Сразу невозможно, да, там, перепрыгнуть. Нужно каждое слово, которое непонятно, прояснять, да, чтобы иначе мозг начинает упускать информацию, скучать начинает, зевать начинает человек. Тоже очень важно. Вот, процесс получения знаний тоже отнеситесь очень серьезно. Если вы читаете, читать надо в определенное время, там, с определенным уровнем освещения, там, с ясностью мозга, чтобы вы были выспанные, там, поевшие, сытые. Ну, то есть вот такие какие-то базовые штуки соблюдать. Хажмурат, бұлай ақырда айтайым дағыда бір комментарийні, ондан соң бір төлеу болacak. Бұлай комментарий саға. От Абдурахмана из Ордорожи. Гаджимурада вижу в плане просвещения и создания в Москве молодежного одаренного клуба по сопровождению этой же молодежи, естественно, по креативным направлениям. Информация для твоего размышления. Это так, отступление. Ақырда сен нечек яраулай беріп оласан біздің халқыбызға, жахиллеге болсын, уллаға болсын, низат айтып боласан.
Это вот финальный будет у нас такой аккорд, на чем мы завершаем сегодняшний эфир, чтобы по регламенту у нас все было. Да. В общем, ну что я могу сказать? Ребята, вот очень важно выбирать свой путь. Да? У каждого из нас очень уникальный, очень индивидуальный человек. Вот есть у нас хорошие примеры, да, вообще там и в Дагестане. Вот мне очень нравится пример нашего земляка Хабиба Нурмагомедова, да, который показал всему миру. Но единственное, мне не нравится то, что многие сейчас побежали и хотят тоже его путь повторить, не понимая своих базовых, да, установок. Вот меня этот пример тоже, и многие вот такие примеры, и вот Генри Форд, неважно, там, вдохновляют в своем деле стать лучшим. Поэтому выбирайте свое дело, утверждайтесь в нем и становитесь лучшим. Вот, важно становиться, иначе зачем жить, если нету стремления стать лучшим? Вот я очень хочу стать в своих делах прям лучшим номер один, не только в Дагестане, в России, но и во всем мире. Вот, и эта цель меня очень сильно заряжает. Вот меня часто спрашивают, откуда столько энергии. Но когда есть цель выйти на мир, но энергию Всевышний дает, она генерится в нашем, потому что наш потенциал, он невероятный. У нас много чего есть в нашем теле заложено, в нашей голове. Мозг — это наш невероятный компьютер вообще. И вот этот потенциал очень важно высвобождать, делать, потому что нельзя думать, что мы рождены вот, или не рождены, там, вот кто-то ленивый, я родился или нет. Все надо развивать в себе. Очень важно. И позитивное мышление, друзья, очень важно. Вот я относительно, наверное, недавно прям серьезно начал задумываться над силой мысли. Тоже, насколько мысли наши материализуются. Весь сегодняшний мой лайфстайл, вся жизнь, которую я сегодня проживаю, вот в моменте, вот даже общение здесь, это когда-то написанные мною, вот у меня, вот если в моих блокнотах посмотреть, это когда-то я об этом вот мечтал, цели себе прописывал. Я хочу жить вот здесь-то, в этом-то районе, вот, жить хочу вот так, хочу вот в такой-то спортзал ходить, на такой-то машине ездить, вот, в так-то в мечеть ходить. Это все. И поэтому очень важно направлять свои мысли, представлять, визуализировать вот свое будущее, давать вот. Это же и превращается вот как ты сказал, это наша цель, это дуа, да, там форма дуа, да, вот это тоже как дуа получается. Вот, порой это самое сложное, мне кажется, даже вот во всем нашем ибадате, поклонении, это дуа, да, потому что его надо всегда, если ты его автоматически уже произносишь, то, мне кажется, он уже теряет именно вот эту свою силу, аутентичности, да, и поэтому дуа должно быть конкретное, да, Всевышний говорит: просите, и я вам дам, да, и поэтому очень важно вот прям четко понимать, что вы хотите, и точно знать, что Всевышний Аллах даст вам эту возможность, если вам это предопределено, и просто идти в эту сторону. А все остальное, вот это книги, Телеграм, Инстаграм, там, ноутбуки, это все наши инструменты, да, все наши инструменты, которыми мы вот, как подобно тому, как там плотник, да, своим молоточком, гвоздиком бьет, это наши инструменты, да, и они всегда есть, всегда служат нам, да, когда нам нужно что-то, но цели должны быть настолько масштабные, что мозг мыслил так, что чтобы категории Гаджи Мурат, тебя не слышно. Видимо... Азамат, что-то мне телефон разрядился. Умер, да? Ну да, договори как раз, договори. Да, быстро с ноутбука зайду. Вот, в общем, вот на этой ноте, наверное, друзья, я очень благодарен, что сегодня, благодарю Аллаха в первую очередь, что я смог сегодня донести какую-то, если моя речь была хоть
там немного полезное, для меня это уже ценно. Тебе, Азамат, огромное спасибо, баракаллах, что пригласил, да, для меня, ну, это очень крутой перформанс, вообще я свои ощущения сейчас вспоминаю в начале эфира, когда я волновался, что на кумыкском говорить придется. Это, конечно, была сильная растяжка, я называю это, то есть выходить за зону комфорта. Мог ли я там отказать, сказать, нет, я не умею на кумыкском? Конечно, мог, это было, но я бы не стал лучше, это не сделало бы меня... Сейчас я этот опыт прошел, мой мозг прописал новую нейронную дорожку, новую нейронную связь. Поэтому очень важно идти вот в сторону своих страхов, да, и преодолевать их. В общем, могу долго говорить, но лучше будем кратки, да, дабы не выходить за регламент. Я думаю, у нас еще будет возможность поговорить, потому что вижу прям какая чуткая аудитория, какие классные, четкие, правильные вопросы задают. Мне это очень нравится и вдохновляет. Вот, Баракалла, Хажмурат, барыңызға да баракалла, бүгін тыңдағаныңызға бізден көрішербіз дағы жұма хамис күн 9:30. Баракалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.